приезжаем, ну, там на площади народу как раз молебен, вот траурный молебен шел, и нам сказали, что католикос возглавляет молитву. Мы стали там ждать у церкви, люди к нам стали подходить. Ну, для них это были странные, в попахах все люди, старики, там много их, ага. И когда узнали, что мы приехали с Северного Кавказа, Ингуши, чтобы высказать соболезнования, тут и слезы, и плач, люди обнимают. Через полчаса его преосвященство католикос Илья II пригласил нас наверх, мы поднялись, высказали ему свое соболезнование, он очень тепло нас принял, и потом мы узнали, что он наш земляк, мохевец, да, и что он из Зауга, он говорил, из Орджоникидзе тогда город был, и говорит, вы знаете, говорит, базарные дни, говорит, у нас дома, говорит, и полно было всегда ингушей. Все, которые с гор приезжали, останавливались, оказывается, у них. У них там была комната специальная, чтобы кумганчик стоял, чтобы могли помолиться по-мусульмански. Это христианский священник такой вот организовал. Потом он говорит, мы сделаем так. По всем церквям Грузии купим на ваши деньги, говорит, свечи, и по всем церквям Грузии разошлем, и вот от вашего имени закажем, говорит, молебен. Пойдем, очень нам это понравилось. Вы были личным другом Звяда Гамсахурдия и Мираба Кастала. Расскажите, пожалуйста, о тех днях, когда Грузия объявила о своей независимости. Проснулись люди кавказские и потянулись друг к другу. Я был на том заседании Верховного Совета, на котором Грузия объявила свою независимость. Еще люди не знали, что будет. А вдруг это все кончится танками, бомбежкой, вот такое состояние. И вот не сразу люди решались подписать эту декларацию. Ну, я выступил тоже, призывал грузинских депутатов, что не робеть, а подписать это. Мы вышли на площадь. Я обомлел, когда увидел из конца в конец этой площади плотной толпой грузинская масса стоит, ага, и все они, в общем, народ вышедший защищать свою свободу. Я чуть не задохнулся. Я не знал, что мне делать. У меня, такая радость. Многие люди вашего поколения с ностальгией вспоминают Советский Союз. Я знаю, что у вас другое к этому отношение. Времена были легендарные, священные времена. Они были необходимые нам. Сейчас некоторые ругают эти времена. Говорят, что в советское время хорошо жилось, что было мирно, спокойно, не было вот этих боев, как сейчас. Ага. Да, это действительно тогда было мирно. Когда мне такое говорят, я отвечаю, действительно тогда было мирно, потому что на кладбище бывает мирно. На кладбище не бывает ни убийц, ни хулиганов, ни воров, ни наркоманов, ничего. Там мир, покой, там вот действительно. Я понимаю так эти времена. Это кладбищенский был мир, кладбищенское спокойствие. Сейчас мы вырвались в свободную жизнь. Мы еще не научились быть свободными людьми. Мы еще многого не знаем. Нам нужно будет время, чтобы мы, возможно, наше поколение полностью и не войдет в эту свободу. А вот вы, молодежь, которая сейчас подрастает, она научится жить свободно. Да, я думаю так. Чем отличается коммунистическая система бывшего Советского Союза
о той, которая сейчас в России. И что изменилось к лучшему, а что к худшему? Изменилось то, что мне кажется, что люди начали рвать цепи, которыми окутали их сердца. Люди начали рвать эти цепи, и люди тянутся к свободе, к демократии, ко всему хорошему. Но отношение власти к людям, лично я считаю, Российской Федерации стало хуже. Это мое твердое убеждение. Потому что коммунисты еще пытались создать перед остальным миром вид, что они демократы, что они очень, да, такие толерантные люди. Ага. А сейчас приказ мочить танки, оружие. И притом, ведь наши парни, чеченские и ингушские парни, они же не от легкой жизни берут в руки оружие. Их к этому принуждают, их выгоняют в лес, их загоняют в лес. Это нужно. Мне кажется, сейчас власть Российской Федерации попала, извините, если я, может, резко это говорю, власть попала в руки спецслужб, в руки военных людей. До тех пор, пока власть не окажется в руках гражданских лиц, действительно избранных людьми народа, Российской Федерации вот будет вот такая... Можно ли назвать общество, которое сейчас создано в России, обществом демократическим? Ну, можно назвать демократией хоть что. Ага. Но то, что в настоящее время в Российской Федерации, это не демократия. Это самый настоящий тоталитарный режим. И нами управляет хунта. Это, да, военная хунта. Она, правда, выставляет как портрет якобы гражданских лиц, а на самом деле это военная хунта, которой постоянно нужны вот такие мелкие войны, не крупные войны, где они, генералы, могут погибнуть, а такие вот войны с гражданским населением. Вот им эта война необходима для получения погонов, регалий, для получения дач, хороших импортных машин и неограниченное количество денег. До тех пор, пока население Российской Федерации не возьмет свою судьбу в свои руки, в общем, это будет продолжаться. Но и я не вижу, чтобы была бы вот такая группа или такая партия в России, которая действительно хочет взяться за это дело и установить демократию в Российской Федерации. Нет таких. Ну вот там они бегают, организовывают. Вот Политковскую Анну убили. Митинг в честь ее, я был на этом митинге. Там всего-навсего человек, ну, от силы 200-300 человек. А какое-нибудь зрелище, там собираются миллионы. Вот откуда, вот вам и демократ. Можем ли мы назвать выборы в России демократическими? Алла, выборов вообще нету. Какие выборы? Вот последние муниципальные выборы, например, в Ингушетии. Я могу дать наотрез руку дать, что голосовало не более 5% ингушей. Это голосовали чиновники и их родственники. И все. Больше никто. Вот